На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Завершилась рабочая поездка делегации МИД Абхазии во главе с министром Дауром Кове в Никарагуа, в рамках которой представители нашей страны приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию сандинистской революции. 20 июля в городе Манагуа прошла встреча министра иностранных дел Абхазии Даура Кове с президентом Никарагуа Даниэлем Ортега. Глава МИД Абхазии поблагодарил Даниэля Ортега за теплый прием и передал приветственный адрес и поздравления с 40-летием сандинистской революции от президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. Даниэль Ортега отметил важность сложившихся между Республикой Никарагуа и Республикой Абхазия отношений и выразил уверенность в дальнейшем наращивании полноформатного двустороннего взаимодействия. В рамках состоявшейся встречи стороны также обменялись мнениями по основным направлениям двустороннего сотрудничества, обсудили различные пути активации и развития дальнейшего взаимодействия между двумя странами. Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов в президенты Абхазии. Согласно закону, ЦИК должен рассмотреть их в течение 10 дней, то есть до 26 июля. И хотя до официального оглашения результатов проверки еще немало времени, в социальных сетях появляются различного рода публикации. К примеру, о том, что 3 претендентов Астамур Какалли, Артур Анкваб и Астамур Оторба проходят дополнительную проверку в ЦИК. В ситуации разбиралась Алика Трапш. Все претенденты в кандидаты в президенты Абхазии сдали необходимые документы в Центральную избирательную комиссию. Прием документов был завершен 16 июля. Согласно закону, ЦИК Абхазии должен их рассмотреть в течение 10 дней, то есть до 26 июля. И хотя до официального оглашения результатов проверки еще немало времени, в социальных сетях появляются различного рода публикации, не соответствующие действительности. К примеру, о том, что 3 претендентов Астамур Какалли, Артур Анкваб и Астамур Оторба проходят дополнительную проверку в ЦИК. На заседании ЦИКа в прошлый раз, когда принималось решение по 7 кандидатам, значит, исходили из того, что рабочая группа, та, которая создана непосредственно в Центральной избирательной комиссии по изучению всех документов, это внутренняя комиссия. Никаких там привлечений экспертов или экспертиз нет. Это внутренняя комиссия, она подготовила и готовила документы по мере поступления, по мере сдачи этих документов. Понимаете как? И вот одни из поздних, позже поступивших документов и требовавших, значит, изучения, они были отложены, потому что до конца не были самой группой изучены, не более того. В случае, если появляется необходимость перепроверить сведения, предоставленные претендентами на высший государственный пост, создается специальная комиссия. Как отметил Томас Гоги, ЦИК еще не прибегал к подобной процедуре и не проводил экспертизу для дополнительного изучения документов. Однако председатель ЦИК не исключает, что такое возможно в будущем. Центральная избирательная комиссия работает в рамках закона, и предвзятость к кому-либо исключена, подчеркнул Томас Гоги. Мы, Центральная избирательная комиссия, исходим из основного принципа на выборной кампании – это определение волеизъявления граждан, а не волеизъявление ЦИКа. Все идет в обычном режиме, никаких предвзятостей нет в отношении, тем более вот этих 3 представителей, значит, своих инициативных групп. Вот. Никаких специальных каких-то требований или каких-то особых подходов нет. Другое я вам скажу, любого человека, у которого возникли вопросы в отношении действия или бездействия Центральной избирательной комиссии, имеет право обжаловать решение ЦИКа в судебном порядке. С момента регистрации инициативных групп и политических партий для выдвижения на должность президента Абхазии и подачи документов ЦИК проводит большую разъяснительную работу с каждым из них по отдельности. Некоторые позволяют себе публикации недостойные, я считаю, потому что это неправильно, потому что это абсолютно несправедливо. Есть кандидаты, которых мы беседовали до сдачи документов, объясняли порядок сдачи, время сдачи. Мало того, предупреждал, не затягивайте время. Чем раньше вы сдадите, тем раньше будут рассмотрены. Чем раньше вас зарегистрируют, тем больше у вас будет агитационного периода. Буквально вчера были 2 группы здесь. Объяснил, рассказал наш подход. Вроде все поняли и нормально отнеслись к этому процессу. Они все грамотные люди. И тем не менее, вот после того, когда переговоришь, объяснишь, с людьми покажешь, все, объяснишь, как оно есть на самом деле. И тем не менее, вот у кого-то, видимо, есть интерес.
В Союз журналистов Абхазии вошли 3 известных российских журналиста, которые внесли весомый вклад в оказание информационной поддержки в годы Отечественной войны народа Абхазии. Это советский и российский геохимик, профессор, писатель и общественный деятель Павел Флоренский, член Союза писателей России Татьяна Шутова и журналист-комментатор Первого канала Евгений Баранов. Удостоверение им торжественно вручил председатель Союза журналистов Руслан Хашик. Для Союза журналистов Абхазии имеет большое значение вступление в Союз таких известных личностей, люди, которые внесли весомый вклад в информационную поддержку Абхазии в годы Отечественной войны народа Абхазии, Павла Флоренского и Татьяны Шутовой. Помимо работы в конкретных изданиях, они работали вместе с Юрием Николаевичем Вороновым в подготовке издания книги «Белая книга Абхазии». Это очень знаковое было издание в годы Отечественной войны, книга, которая была проиллюстрированы основные документы Отечественной войны народа Абхазии, свидетельства очевидцев о тех зверствах, которые происходили на территории Абхазии. И, конечно, политические документы, которые принимались Верховным Советом Республики Абхазия. Они, вот Евгений Баранов, журналист-обозреватель Первого канала, они постоянно работали, приезжали в Абхазию, занимались журналистской деятельностью и очень активно содействовали в прорыве информационной блокады, которая была навязана Абхазии в 90-е годы. И вступление таких людей в Союз журналистов Абхазии дает нам возможность не только обмениваться мнениями, вспоминать те истории о их журналистской работе в Абхазии, но и подключить очень большой круг журналистов как в России, так и в Абхазии, чтобы люди понимали, насколько важно информационное сотрудничество, насколько важна работа абхазских и зарубежных журналистов для зарубежного читателя, для понимания ситуации, происходящей в Абхазии. В Абхазии появились новые вредоносные насекомые. В Сухуми обнаружена эвкалиптовая листобложка. Кроме того, в апреле в Гагре зафиксировали распространение вредителя вечнозеленых деревьев афелмуса. Насколько эти насекомые опасны для растительности Абхазии и как с ними бороться, выясняла Гугу Цаварданя. Эвкалиптовая листобложка – коричневое мелкое насекомое длиной 2-3 мм, питается листвой эвкалиптов. В июле текущего года в Сухуми Институтом экологии АНА было зафиксировано появление этого вредителя. Затем он был обнаружен и в Афоне. Пока что вредители обнаружены на так называемых прутовидных эвкалиптов. Но так как эвкалипты бывают разных видов, возможно, что листобложка распространится и на другие деревья этого семейства. В последние годы на территории Абхазии все чаще появляются новые, ранее неизвестные вредители различных культур и растений. По словам специалистов, это связано с изменением климата и процессом глобализации. Кроме того, в нашей стране много и других благоприятных условий для распространения вредоносных насекомых. Мир становится теснее, количество товаров, контактов, движения транспорта уплотняется, и, соответственно, некогда далеко расположенные виды в изолированных ареалах, они добираются до Абхазии. С другой стороны, в Абхазии существуют достаточно благоприятные условия. С одной стороны, это кормовые растения. Кормовые растения в Абхазии представлены из самых разных уголков мира. Если, скажем, к примеру, у нас местные флоры около 1800 видов, там под 2000, то интродуцированные флоры у нас оказывается приблизительно столько же, почти 2000 видов. И таким образом, когда появляется новый инвазивный вид, он находит здесь не только благоприятные климатические условия, он находит здесь и свои кормовые растения.
Родиной эвкалиптовой листобложки, как и самих эвкалиптов, является Австралия. Однако в последнее время ее ареал многократно увеличился. Вредитель распространен в странах Юга Европы, откуда и проник сначала на российское Черноморское побережье во время активного озеленения Сочи в период Олимпиады 2014 года, а затем и к нам. Повсеместное покрытие листа эвкалипта белыми конусовидными щитками размером 2 или 3 мм – основной признак поражения дерева. Вы сейчас видите лист эвкалипта с небольшими такими белыми пятнышками. Эти пятнышки представляют собой специальные домики укрытия, в которых внутри находится этот вредитель. Листобложка – это сосущее насекомое. Она имеет хоботок, с помощью которого прокалывает покровы и высасывает соки растения. В процессе питания она выделяет излишки сока, который она потребила из растения, и растение покрывается липкой, сладкой медвяной росой, так называемой, на которой затем поселяется сажистый грибок, и листья такие оказываются покрыты черным налетом, липкими. Само насекомое достаточно мелкое, а срок его жизни всего 10 дней. Но этого времени вполне достаточно, чтобы вредитель полностью поразил дерево. По словам специалистов, химические методы борьбы с вредителями, поражающими эвкалиптовые деревья, не принесут должного эффекта. В данном случае лучше отдать предпочтение биологическим методам контроля, так как на сегодняшний день отмечено активное поедание насекомых-вредителей птицами. Гугут Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 21 июля в 20 часов 37 минут в высоковольтную линию в селе Ачугара попала молния, что спровоцировало аварийное отключение. В результате была прервана подача электроэнергии в Ткорчалский, Сухумский, Гудаутский, Гагрский районы и в город Сухум. Сотрудниками Черноморэнерго был проведен осмотр подстанции ПГС-1, и в течение получаса подача электроэнергии была возобновлена. Республика Абхазия относится к территории с повышенной грозовой интенсивностью, в связи с чем воздушная линия 220 кВт защищается гроззащитным тросом. Ввиду того, что линия эксплуатируется более 60 лет, а на некоторых участках линии гроззащитный трос пришел в негодность. Более 14,5 километров линия находится без этой защиты. Для мероприятий по восстановлению гроззащитного троса необходимо дополнительное финансирование, а также обеспечение линий для проведения монтажных работ. Для того, чтобы обеспечить отключение линии, необходимо выполнить питание основной части Республики Абхазия от другого источника. На данный момент очень большая вероятность, что при прохождении грозового импульса будет попадание в линию и также будет в среднем отключаться на 20-25 минут для осуществления мероприятий по осмотру, пока мы не восстановим гроззащитный трос. В субботу, 20 июля, в связи с прорывом водопровода в некоторых районах Сухума была прекращена подача воды. В течение 3 суток, несмотря на сложные погодные условия, на месте аварии работали сотрудники РСУ и водоканала администрации города Сухум. Алиса Шамба расскажет подробности. Несмотря на ремонтно-восстановительные работы, которые сотрудники водоканала производят постоянно, они практически ежедневно сталкиваются с новыми проблемами. На пересечении улиц Адлиба и проспекта Аяйра на промежутке так называемого Маякского поворота строительной компании «Руслан+1» уже почти месяц как проводятся подготовительные работы под строительство крупного объекта. Для начала всех работ было необходимо вынести подземные коммуникации за пределы зоны строительства. Но при их проведении, а конкретнее замене маршрута ливневой канализации, произошло разрушение старого 200-миллиметрового чугунного водопровода, который проходил совсем рядом. В результате без питьевой воды остались жители районов Маяка, Старого поселка, Колоса, Вема и центральной части города. Земля имеет свойство обваливаться. Когда глубокая траншея, земля обваливается. И она обвалилась, и чугунная труба просто-напросто не выдержала тяжести вот этой земли. Это произошло в субботу утром. Утром часиков 11, наверное, так вот. И с тех пор мы были вызваны аварийные бригады РСО,
администрации города. Вот. И с тех пор в субботу мы не смогли давление воды, хотя мы остановили, но давление воды не дало нам соединить эти два конца трубы. В субботу ночью мы временную заглушку поставили, чтобы подать в город воду. В воскресенье была уложена ливневая труба, и сегодня ночью мы остановили специальную воду, чтобы завершить вот эти ремонтные работы. Стоит отметить, что компания-застройщик произвела работы по ремонту городского водопровода за свой счет, но с привлечением специалистов коммунальных служб. Уже к вечеру 22 июля последствия аварии были устранены, и в город поступила питьевая вода. Алиса Шамба, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. 23 июля в Абхазии отмечают День государственного флага Республики Абхазия. Во всех городах и районах пройдут торжественные мероприятия, посвященные этой дате. В Сухуме в 11 часов в Абхазском институте гуманитарных исследований начнется научная конференция. В 16 часов в Музее боевой славы имени Владислава Арзумба торжественное заседание и праздничный концерт. А с 19 до 22 часов вечера на набережной Махаджиров пройдут народные гуляния. Весь вечер будет играть народная музыка, под которую можно будет танцевать и петь. А все желающие смогут стать участниками общего кругового танца Айбаркара. А в столице Карачаево-Черкесии стартовал культурно-спортивный фестиваль «Абаза», который открылся играми по национальным видам спорта. Более 600 человек из стран проживания абхазо-абазинского этноса приняли в них участие. Шестые игры народа Абаза собрали команды из Абхазии, Кабардино-Балкарской республики, Ставропольского края. В них приняли участие команды из 7 абазинских аулов Карачаево-Черкесии, а также команды московской абхазской диаспоры. В этом году на соревнования были приглашены участники из Турецкой республики. Однако, как отметил полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харази, по разным причинам не удалось собрать команду. Он выразил надежду на то, что в следующем году команда из Турции обязательно пополнит ряды участников ежегодных игр. Команды соревновались в армспорте, лазании на столб, прыжках в длину с разбега, гиревом спорте, броске камня, беге на 100-метровой дистанции, стрельбе по мишеням, перетягивании каната, играли в футбол и волейбол. По итогам всех соревнований в общекомандном зачете первое место второй год подряд заняла команда из аула Эльбурган. Второе место досталось команде из аула Кубина, третье команде из Инжич-Чукуна. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами возможен дождь с грозой, туман. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 23-28, температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Яркие цвета. У нас есть возможность